привет! Сегодня у нас наконец-таки обучалка, и обучалка просто жизненно необходимому трюку в стриту, а именно Manual Vanity. Трюк простой, но если вы начинающий BMXer, то вам понадобится достаточно времени на его обучение. Из названия, как вы уже, наверное, догадались, для того, чтобы сделать Manual Vanity, вы уже должны уметь отдельно Manual и Vanity, и уметь довольно хорошо. Я уже снимал обучалки про эти трюки, поэтому если вы хотите посмотреть, если вы не видели, или вы хотите просто освежить в памяти, то вы это можете сделать, кликнув здесь и здесь. Ну а если вы уже умеете эти трюки, то идем дальше. Само собой, для начала не нужно делать длиннющий прямой мануал и потом с него пытаться закрутиться. Это сложно. На первых этапах пробуйте брать дугу и как бы растягивать обычное ванетти, проезжая полметра, потом метр, полтора. Здесь, думаю, никаких проблем быть не должно. Но дальше, когда вы будете постепенно уменьшать угол дуги и увеличивать расстояние, которое вы проезжаете на мануале, скорее всего, вы столкнетесь с такой проблемой, что не сможете докрутить 180 или вообще вам будет не очень понятно, как закрутиться только с заднего колеса. И тут, как и в любом трюке, есть свой секрет. В данном случае я вам рекомендую вспомнить фулл-кап с фейки, особенно первые шаги, когда вы еще не полностью делаете 360, а делаете его через степ, как бы растягиваете выход с фейки и затем закручиваетесь. Вот это ощущение закрута с заднего колеса и потом добавление ногами в последний момент, на мой взгляд, идентично Manual Vanity. Все это более подробно я рассказывал в самой обучалке фулл-капа, которую вы можете посмотреть здесь. Конечно же, я надеюсь, что раз вы уже пробуете Manual 180, то вы уже умеете фулл-кап, так как он в разы легче. Затем я вам еще рекомендую обязательно попробовать Manual 180 на пирамидке. Мне когда-то это очень сильно помогло. С одной стороны, вы там мало проезжаете на мануале, но с другой стороны, вы тренируете заход с определенного места и сход. Причем сход получается в наклонку, и сделать это будет проще. Ну а дальше только практика. Очертите себе обязательно линию, с которой будете делать 180, и пробуйте, постепенно уменьшая угол дуги и увеличивая расстояние, которое вы проезжаете на мануале. Не забывайте про добавление ногами в последний момент, про поворот головы и корпуса тела в сторону вращения. Про корпус тела, кстати, тут есть такая фишка, что когда вы едете по дуге, корпус тела должен быть смещен в центр дуги. Но как только вы закручиваетесь, он у вас должен уже смещаться на другую сторону. И в тот момент вы еще дальше добавляете ногами и закручиваетесь, благополучно приземляетесь и, думаю, выходите с фейки. С фейки никаких проблем быть не должно. Такая вот, собственно, получилась обучалка Manual 180. Я знаю, у вас все получится. И если вы хорошо умеете и мануал, и 180, то совместите эти два трюка, у вас получится без каких-либо проблем. Кому понравилось это шоу, то не забывайте ставить лайки, делайте репосты. Все это помогает продвигать и развивать проект Школа BMX Online. Ну, если вы еще не подписались на канал на YouTube, то обязательно подписывайтесь. Там вы найдете много интересного и полезного для себя. С вами был Дима Гордей. До новых встреч! This life don't give retries, so I'm on it. And up at the break of dawn, working hard just to shake the yawn. Let's talk about it now. No joke, Freestyle Friday 30 is dedicated.